Накануне войны, развязанной Грузией 8 августа 2008 года, грузинская сторона обратилась к абхазской с предложением о встрече. Переговоры состоялись в Стокгольме, где абхазская делегация встретилась с ближайшим окружением президента Саакашвили. Диалог оказался напряженным, и тогда Сергей Шамба почувствовал угрозу войны. Я думаю, что у них были планы все-таки сперва напасть на Абхазию. Потому что они прямо об этом говорили, что у русских ржавые танки, что их американцы подготовили, снабдили их средствами современной связи, наведения из космоса, что они могут до Москвы дойти. Вот такие вещи говорили. И, кстати говоря, уже после их авантюры в Южной Осетии я видел интервью, которое давала Буржанадзе, где она, обвиняя Саакашвили в этой авантюре, она прямо сказала те же самые слова, что вот они говорили, что у русских ржавые танки, что они дойдут до Москвы. Буквально те же слова, которые мы слышали там в Стокгольме. И я даже в перерыве руководителю их делегации, который был человеком таким все-таки разумным, Ираклий Аласани, я ему сказал: слушай, эти люди доведут вас до большой беды. Он это прекрасно тоже понимал. Президент России Дмитрий Медведев пригласил Сергея Багапши и Эдуарда Какойты в резиденцию Бочара-в-Ручей. Было сделано предложение о конфедеративном союзе, но ни Абхазия, ни Южная Осетия не были согласны с таким решением. Я вылетел, меня встретил наш тогда еще неофициальный представитель Игорь Ахба. Мы с ним ехали в машине, и звонит Сергей Васильевич, говорит: приезжайте сначала ко мне. Мы приехали к нему, и он положил так на журнальный столик проект договора о создании конфедеративного союза между Абхазией и Южной Осетией. И я только преамбулу прочитал, я говорю: ну какой может быть конфедеративный союз, если у нас даже границ нет? Я говорю: может, они Грузию хотят присоединить? И Сергей Васильевич говорит: ну посмотри последний пункт. Я посмотрел последний пункт, а там прямо записано: в конфедерацию могут вступать и другие страны, в том числе и Грузия. Я потом делал вывод, что все-таки, знаете, Россия пыталась искать какие-то компромиссы. Несмотря на те обиды, которые высказываются в Грузии, все-таки Россия неоднократно искала компромиссный вариант. Делегацию России возглавлял замминистра иностранных дел Карась. Ну, никто уже руки нам не выкручивал. Мы отказались от этого предложения. После этого еще раз была встреча с Дмитрием Анатольевичем в Бочаром-Ручье. Президент Абхазии, президент Южной Осетии присутствовали. На что тогда Дмитрий Анатольевич сказал: я знаю, что вы отказались от нашего предложения, тогда нам ничего не остается, как признать вашу независимость. Таким образом, решение о признании независимости Абхазии Российской Федерации для руководства страны не было неожиданным. И 26 августа 2008 года указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии были подписаны. Сергей Шамба встретил этот день уже в Абхазии, находясь на рабочем месте. Тогда телевизор не стоял в кабинете, потому что просто даже не было времени телевизор смотреть. У нас такая была интенсивная тогда работа, встречи, поездки. Мы кого-то встречали, нас кто-то встречал. В общем, и вдруг сотрудники ко мне забегают: Сергей Иванович, быстрее к телевизору. И вот выхожу, слышу заявление Дмитрия Анатольевича Медведева. Конечно, восторг. Молодежь там в МИДе в основном тогда работала, и сейчас там тоже молодые люди. Ну и все как-то спонтанно уже, как-то не договариваясь, все хлынули на площадь. После того, как обращение Медведева показали по федеральным каналам России, жители Абхазии стали собираться на главной площади страны – площади Свободы у бывшего здания правительства, которое было сожжено и разрушено во время Отечественной войны народа Абхазии. Буквально за несколько часов площадь наполнилась десятками тысяч ликующих граждан со всех городов республики. Люди собирались в круг и исполняли абхазские танцы, обнимались и поздравляли друг друга с долгожданным международным признанием независимости. Перед собравшимися выступил президент Сергей Багапш. Первые лица страны – активные борцы за свободу Абхазии в период грузинских притеснений. На площади царила незабываемая атмосфера народного счастья. Отвечая на вопрос, какие слова он сказал бы Дмитрию Медведеву 18 лет спустя, Сергей Шамба ответил: Я всегда говорил, что нужно
памятник ему поставить в Абхазии. У нас не принято при жизни памятники ставить, но я уверен, что когда-нибудь это будет сделано. А это, конечно, ну, вы помните, я потом как-то в общении с ним, а потом и по телевизору от него слышал, он сказал, это было самое сложное решение в моей жизни. Ну, на самом деле они понимали, что это вызовет такое сопротивление международного сообщества, что они входят в конфликт определенный. Но другого нету. Понимаете, вот все-таки грузинская сторона все еще не хочет никак понять и считаться с реальностью. Знаете, те страны, которые начинали войны, их проигрывали, всегда теряли территорию. Вот дважды начинала Германия войну, Первую мировую, Вторую, и оба раза теряла территории. Вон Япония теряла территорию. И много таких факторов. Грузия начинала эту войну и теперь хочет вернуть к тому положению, которое просто уже невозможно. Сегодня Абхазия продолжает работу по налаживанию связей с другими государствами, в частности, странами БРИКС, Азии и Африки. Но, как подчеркнул Сергей Шамба, конечно же, признание Абхазии другими странами носит престижный характер. Однако нашей республике достаточно уже того, что рядом с нами Российская Федерация. И наши экономические возможности мы можем с Россией решать. Вопросы безопасности уже у нас решены нашим договором союзническим с Российской Федерацией. Ну, конечно, Министерство иностранных дел должно заниматься урегулированием и грузино-абхазского конфликта, установлением дружеских отношений со всеми странами, особенно соседними. Это по мере нашей возможности все-таки делается. Да? Вот вы перечислили страны, которые нас признали. Этому тоже предшествовала большая работа. И тем министры, которые молодые, которые после меня были, это их тоже заслуга в этом большая. Я уверен, что постепенно это будет. Но еще раз повторяю, для нас это не имеет сейчас такого жизненной необходимости, потому что жизненные наши вопросы мы решаем с Российской Федерацией. За 18 лет после признания независимости Абхазии Российской Федерации наша страна прошла непростой путь. За эти годы республика заметно преобразилась. Развивается экономика, повышается уровень жизни граждан. Впервые за многовековую историю Абхазия сама решает свою судьбу и вектор развития. И на этом пути у нас есть союзники и друзья, на которых мы можем опереться. Шазина Ханагуа, Ирина Аршба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.